2, 1, старт! Этого забега жители Татарстана ждали как никогда. Столько дней в заперти, поэтому на дистанции 1, 5, 10 и 21 километр выходили как на праздник. Тренировались во время карантина как могли. Кто-то дома, на беговой дорожке или же просто в поле. По хозяйству работал, и это занимало место физической подготовки у меня было. В общем, сенокос и все такое. Олег Сидоров приехал на старт из Бавлинского района. Благодаря агрофитнесу стал первым на дистанции 10 километров. Наконец-то мы в своей стезе занимаемся любимым делом, по которому скучали очень-очень много. Это крупнейший в мире полумарафон с синхронным стартом. Традиционно сюда приезжают целыми семьями. Спортсмены-любители Айрат и Дамир Бекуловы из Нижнекамска. А это жители Альметьевска. Наталья Дубовик вместе с сыном и дочерью только что покорила самую короткую дистанцию – 1 километр. Сейчас болеет за мужа. Чтобы этот праздник спорта мог состояться, на площадке перед Акбарс-ареной организаторы внедрили сразу несколько антивирусных новшеств. Как вы видите, на старт спортсмены выходят волнообразно, каждые 5 секунд. Кто-то в ветровках, ведь на улице сильно похолодало, кто-то налегке, но каждый непременно в масках и перчатках. Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» совпал в этом году с празднованием Днем десантника. И, конечно, без голубых беретов на старте не обошлось. Цель была поставлена выбежать за час 10 километров. Цель выполнена, так что всех причастных с праздником. Одновременно с Казанью полумарафон бежали более 80 городов по всей стране. И приятная для Татарстана новость. Наш спортсмен, член сборной России Ринас Ахмадеев, выиграл марафонскую дистанцию на забеге в Москве. В столице Татарстана полумарафон с синхронным стартом проходит в 4-й раз. В свое время его проводили и на Казанской набережной с идеально ровным покрытием. Но по большим просьбам спортсменов место забега изменили. Говорят, бежать по намокшему бетону было уж очень скользко. На этот раз для бегунов перекрыли участок дороги на Сибгата Хакима. Дважды за историю полумарафона Казань становилась беговой столицей России. Но в этом году удержать звание не удалось. На старт вышли в 5 раз меньше участников. Победу на самой солидной дистанции 21 километр в этом году снова одержал мастер спорта Ринат Кашапов. Побить его рекорд жители Татарстана смогут уже в начале октября на традиционно еще более массовом Казанском марафоне. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.